Шумбратадо, вечкибикс ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Леонид, вместе с моей помощницей Лисичкой, рады приветствовать вас сегодня на уроке эрзянского языка. Шумбрат, Леонид. Шумбратадо, ялгат. Лисичка, а подскажешь ребятам, какой теме посвящен наш сегодняшний урок? Конечно. Ребята, послушайте стихотворение эрзянского поэта Ильи Кривошеева и догадайтесь, о чем мы сегодня будем говорить. Вайтундо-тундо, кодамат парат, зяротонейсе, элямонь морот, паксят живість, сюрот сюрулдить, вилить наряжасть, свежат пижулдить. Друзья, несомненно, вы уже догадались, что сегодня мы будем вести речь о весне и ее удивительных приметах. Итак, тема нашего сегодняшнего занятия – тундонь самусь, тундонь тешксны, приход весны, приметы весны. Весна – это удивительная пора. Еще достаточно холодно, и земля еще не до конца проснулась от зимнего сна. Но в воздухе уже чувствуется неповторимый аромат, свойственный только весне. Ребята, вы знаете, как будет по-эрзянски звучать приход весны? Тундонь самусь. Правильно. Молодцы. Именно весной начинают петь птицы. Появляются почки на деревьях, а весенний дождь уже не такой мрачный, как осенью. Ребята, назовем предложения, которые ярко описывают красоту этого чудесного времени года. Нармунтне састь лемби йонгсто, птицы прилетели с теплых стран. Чудит чудикелькст, текут ручьи, эжди чись, греет солнце. Солы ловусь, тает снег. Молодцы, ребята! С приходом весны и затаяния снега вода в реках начинает подниматься. Это явление называют паводком. На эрзянском языке чадыветь. Также весной начинают цвести первые цветы, распускаться почки на деревьях. Назовем эти слова по-эрзянски. Чувто – дерево, тарат – ветка, тетя – цветок, пургундавкс – почка. Хорошо, друзья. Весна – это пение скворцов с раннего утра, огромные лужицы от растающего снега. Ребята, назовем с вами слова-признаки на эрзянском языке, с помощью которых можно описывать погоду этого времени года. Друзья, повторяйте за мной. Лемби – теплый, маний – солнечный, солось – растаявший, цветите – цветущий, экша – прохладный. Запомнили? Молодцы! В эту пору года на смену холодам приходят теплые солнечные дни. В народе существует много примет весны, по которым можно предугадать будущую погоду. Какого ждать лета? Будет ли урожай в этом году? Ребята, я назову вам весенние приметы эрзянского народа, а вы постарайтесь их запомнить. Рано сычавкать недонорожорчня, тундось ули лембе. Рано прилетят галки и жаворонки, весна будет теплая. Тунда кармить в окному ватракшне, карми лембе. Весной заквакают лягушки, будет тепло. Бути тельня ламо эйсерот, тундось карми лембе. Если зимой много сосулек, весна будет теплая. Запомнили, ребята? Молодцы! Чтобы весна была теплой и принесла богатый урожай, в древности мордовский народ совершал разные обряды, посвященные приходу весны. Так,
В это время пекли пироги в виде птиц, и они назывались тянафт, ласточки, или норожочкт, жаворонки. Когда заклинали приход весны, пироги поднимали на крыши домов и сараев и пели веснянки. Давайте с вами вместе назовем одну из них и попросим весенних птичек, жаворонков, чтобы они поскорее на своих крыльях принесли весну, теплую, свежую, цветущую. Норожоршня марямись, сиде курок неемись, сиде курок ливтяду, тундун лембе кандуду. Жаворонки, услышьте нас, скорее заметьте нас, скорее прилетите, весеннее тепло принесите. Молодцы, ребята! Вы славно сегодня потрудились. Однако наш урок уже подошел к концу. Нам с вами было хорошо. Надеюсь, и вам с нами было не скучно. Мы будем рады, если вы продолжите знакомство с удивительным миром эрзянского языка в нашей школе мордовских языков. И в заключение нашего занятия нам хочется поздравить всех с наступлением весны по-эрзянски и пожелать крепкого здоровья, счастья и новых побед. Тундунь самунь марто, арсетяно, весенень, кеми шумбрачи, утяска деот изнявкст. Не мазано квечки виксялгат, олиде шумбрат. До свидания, дорогие друзья. Будьте здоровы!